Едем на позиции к бойцам, смотреть, как обстоят дела. Много зелени. Машина фактически, да, снизу этой всей зеленухи, которая вырастает. В принципе, это даже немножко маскировку делает. Вот нас везут в этой лесополосе, наши бойцы сидят. Мы находимся в Запорожской области, где собрались бойцы из Якутии, чтобы встретиться с представителями регионального отделения комитета семей воинов Отечества. Светлана, расскажите, с кем мы встречаемся, какие у нас цели, задачи, что мы сегодня делаем с вами здесь? Да. Сегодня у нас весьма июльский жаркий день. Вот встреча с нашими бойцами, военнослужащими. И я в первую очередь очень благодарю вам всем за вот такой подвиг, за ваши доблестные подвиги. Ну, как вы видите, мы находимся На позиции. на позиции. Да, ну, нам немножко страшновато, конечно, мне, вот как женщина, мама, да, вот здесь. Но все равно мы, комитет семей воинов Отечества, очень поддерживаем сначала спецоперации своих военнослужащих, постоянно с ними общаемся, постоянно с ними на связи. И вот я даже вот некоторых знаю поименно и по лицу, знаю их судьбы. И ну, самое главное, вот боевой дух. Наш боевой якутский дух. Всем крепкого здоровья и терпения. Мы привезли с собой такие лекарства, которые предоставили Министерство здравоохранения Якутии. И вот все вот передадим нашим бойцам. Здесь много чего есть. И мазь, и обезболивающие, и антибиотики, и капли глазные. Светлана, вот бойцы сейчас с тобой встретились, и ну, какие болячки, ну, на что жалуются в основном? Жалуются в основном на суставные болезни, на кашель и глазные капли. Спросили. Ну, здесь они посмотрят, у них медик есть. Да, вот у нас медик. Медик. Я вот вам вручаю 2 коробки лекарства. Ага, здесь вот. Окей, хорошо, спасибо. Спасибо, вот обезболы, да, это все вот нужные вещи. В принципе, так, ну вот, все хватает у нас только. Ну, такие более узкие, вот, да, вот, видишь, обезболивающие, стоматологический инструмент не вспомнишь. Пользуюсь случаем. Мне уже идет стоматолог. Гиппократ, а вообще с зубами у бойцов нормально все? Ну, есть проблемы, так как народ призвали многих неожиданно, не успели подготовиться. Те, которые сейчас приезжают контрактники, как бы, ну, идут перед тем, как идут подписать контракт, и ну, есть проблемы с зубами, идут, решают проблемы с зубами, и потом приезжают. Ну, более осознанно подходят к этому. И, ну, есть время подготовиться уже. Те, кто приехали вот, ну, по мобилизации, конечно, немножко ситуация не такая красивая и хорошая, как хотелось бы. Но как бы я вообще намерен исправить эту ситуацию. Вот, собственно, и поэтому заказал себе инструменты, материалы некоторые стоматологические. Вот, и будем здесь на месте оказывать помощь. Мы продолжаем наш репортаж с Запорожской области, и пацаны решили рассказать, провести, скажем так, экскурсию по блиндажу. Что тут у нас? Блиндаж, это все темноватое. Ну-ка, как разместились? Нормально. Здесь на 4 человека размещено. Ага. Здесь телек установили, вентилятор. Жарковато сейчас. Вот. Ну, конечно. Вооружение, все. Если что, я холода. Буржуйка. Буржуйка стоит. А так, особое тепло, комфортно. Мухи не кусают. Нет, комары облетают. Ясненько. Ну, пойдем дальше, посмотрим, что там еще. Ай! Вот здесь вот окопы. Траншея. Говорят, горничные по вечерам приходят, да, убираются? Да, бывает. Слушай, а когда дождь идет, что приходится делать-то, если серьезно? Ну, у нас тут на этот случай все равно приспособления свои есть. Да? Протекает, конечно, порой. Ага. А здесь тоже это уже на 10 человек. Ага. Ясненько. Свет-то есть тут?
Свет, генератор. Ну, пока не включили, да? Понятно, сейчас не надо. Ну, вот так вот размещаются наши пацаны. Живут, вечерами общаются, травят байки. Сам откуда? Сам с Нервы. Привет, не хочешь передать? Передаю всем нербинцами, убаянцами. Уруй, айхал. Это что это у нас, обереги? Это береги. Здесь трава наша якутская. Угу. И оберег серебряный. Это не волну локтар. Госпитальга бир олу көрүстүм. Это нам предоставили из села Немюгü, Хангаласского Луцка. Это жеребятина копченая. Пробовали, наверное? Еще нет пока. Это новинка. Вот первое вот вам. Благодарствую. Спасибо. Далее иду. Как бойцы встретили? Очень тепло. Потому и что они радостно. щелкают Но я лицом. как-то Я же спокойно. по всем ходил. Да, Я вчера если проходил. честно, Один как-то и только побоялась, да? Ну, Что вот ты мне дал? Ну, я встретив дам ему их свой, конечно, пацан. и посмотрев на блиндажи, там Вы даже сколько есть раз у них ходили? телевизор, вот стиралка, да, и у них настроение боевое, хорошее. Вот Вчера как-то я по-матерински успокоилась. В бронежилете, конечно, жарко, но в то же время бойцы нас готовы очень хорошо, добро встретить. Саша, смотри сюда. Вот мы, военные корреспонденты Сахамедиа, сотрудники опорного пункта. Бойцы нас угощают кофе, шоколадом, маслом. Быт обеспечен. Боец с позывным «Добрым», ну, видимо, не зря, потому что на руках котенок. Расскажи про вообще животных, как они здесь оказываются. Ну, животные здесь, это неотъемлемая часть у нас здесь. Мы их спасаем, с разрушенных деревень берем, с выбитых. Ну и потом они сами к нам идут. Соответственно, это, наверное, забота, ласка, еда им. Все это здесь предоставляется. Ну и потом, как бы для любого бойца после тяжелого боя, котенок это как умиротворение такое, скажем. Домашний уют они создают в блиндажах у нас. Бунгалах, поэтому без них нам здесь никуда. Вот это у нас питомец тут уже с рождения. Маленького совсем подобрали. Вот, так и прижился. Все, что можем. Что, может, привет передашь на родину? Что-нибудь скажешь? Передаю привет всем якутянам. Мы здесь держимся, все хорошо. Якутия о нас заботится, постоянно нам привозят гуманитарку, приезжают люди, ну, скажем так, не скажем даже держимся, а уверенно держимся, наверное. Ну, в остальном все хорошо, передаю всем привет, скоро увидимся с победой. Ну вот, наши бойцы, которые защищают рубежи нашей родины на запорожском направлении, у каждого из них есть что сказать. Ты откуда? Поселок Жатай, город Якутск. Передаю привет своей любимой жене, своим маленьким 3 детям. Скоро вернемся с победой домой. Я вас люблю. Тут бойцы фактически со всех наших регионов, со всех улусов. Ребята, ты откуда? Как боевой дух? Боевой. Что хочешь сказать родным? Кеңнюр бага онна кумакта бүлүк оратыгар ити истиңе гадде болохтун хотору келехпит кыйлах. Передаю привет Нелингли, всему Нелингли, жене, дочкам, маме. Победа будет за нами, скоро вернемся домой. Все у нас отлично, будет еще лучше. Ну, ребята, и наша традиционная Урой! Айхал! Урой! Айхал! Урой! Айхал! Айхал! Айхал!